Появилась новая информация о руководителе учебного отдела педагогического института города Кумул Мухаммеда Али, который исчез в прошлом году. Сотрудники радио «Свободная Азия» связались по телефону с уполномоченными лицами Департамента Министерства образования города Кумул и преподавателями Кумульского института. Репортеры выяснили, что Мухаммед Али был арестован 22 марта 2019 года. Представители Министерства образования сообщили, что информация о задержанном главе института не подлежит разглашению и является государственной тайной, поскольку его обвиняют в нарушении стабильности общества и угрозе национальной безопасности. Китай сталкивается с недовольством стран Евросоюза с момента появления доказательств о принудительном труде в уйгурском регионе. Представители Всемирного уйгурского конгресса заявили, что коммунистическое правительство Китая должно немедленно остановить эксплуатацию уйгуров и других тюрков, назвав ссылку молодых жителей Восточного Туркестана во внутренние провинции в качестве дешевой рабочей силы в момент, когда во всех регионах остается повышенный риск в связи с эпидемией коронавируса преступлением против человечества. Объясняя значимость законопроекта, принятого правительством США, выступающего против принудительного труда в Китае, глава Конгресса Долкун Иса потребовал от китайских властей прекратить беззаконие. Долкун Иса призвал международные корпорации отказаться от закупа китайской продукции, произведенной трудовыми узниками, и отметил, что правительства некоторых стран должны быть бдительными, чтобы не стать соучастниками Китая в преступлениях против человечества. Китай призвал жителей города Ухань, ставшего очагом эпидемии коронавируса, принять беспрецедентные меры безопасности и оставаться в своих домах. В городе Ухань, где ограничения на поездки должны были отменить 8 апреля, от коронавируса нового типа погибло еще 4 человека. Жители города забили тревогу и началась паника. Опасаясь второй волны эпидемии, правительство призвало жителей города быть начеку. В последние дни в Ухане были ослаблены некоторые меры предосторожности. Власти даже объявили, что с 8 апреля будут отменены ограничения на поездки для здоровых граждан. Министерство иностранных дел Китая сообщило иностранным дипломатам о начавшейся панике относительно второй волны эпидемии и призвало их не посещать страну. Американская телерадиокомпания Bloomberg сообщила, что на прошлой неделе разведка США подготовила отчет, содержащий доказательства того, что Китай скрыл от всего мира реальные масштабы эпидемии. Было отмечено, что с момента вспышки эпидемии Китай включил в статистику только пациентов с симптомами заболевания, что подтверждают видеоматериалы, на которых запечатлены тысячи погибших в провинции Хубэй. По данным университета Джона Хопкинса, в настоящее время количество инфицированных в Китае составляет свыше 82 тысяч. За несколько дней погибло 3300 китайцев. Данные о количестве инфицированных и погибших в Китае ниже, чем в США, Испании и Италии. Подчеркнув, что спрос на нефть резко упал, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что необходимо сократить добычу нефти во всем мире на 10 миллионов баррелей в день. Говоря о сложной ситуации на мировых рынках нефти, Путин сказал следующее. Вспышка коронавируса затронула практически всю мировую экономику, что привело к падению спроса на нефть. Данная ситуация несет как технологические, так и экологические риски. Память о резне, совершенной Китаем 30 лет назад в городе Барын, живет в нашей памяти и продолжает кровоточить в наших сердцах. 5 апреля 1990 года, приходящийся на месяц Рамадан, китайские оккупанты совершили жестокую расправу над сотнями жителей города Барын Кашгарской провинции Восточного Туркестана. Этот геноцид стал началом очередной китайской экспансии. Согласно информации разных источников, в барынских событиях погибло свыше 5000 уйгуров.